приходим к Тебе. And Lord, we just come and we just remember Jesus today on Easter. Господь, мы приходим к Тебе, и мы просто вспоминаем Тебя на Пасху. We remember his death, Мы вспоминаем burial, and смерть, resurrection. Твое погребение и Твое воскресение. Thank you, Jesus. Спасибо, In Иисус. Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Very good. Okay. Well, since it's Easter, obviously I'm going to talk about Jesus and I'm going to talk about the cross. И поскольку сегодня Пасха в России, то я хотел бы говорить сегодня об Иисусе, конечно, и о кресте. And I was just thinking of the accomplishments of Jesus on the cross. И я размышлял о том, что Иисус сделал на кресте для нас. And how Jesus revealed the four cornerstones of thought. И также я размышлял над тем, как Иисус раскрыл для нас и подтвердил, открыл для нас 4 краеугольных камня, о которых мы говорили, 4 краеугольных камня нашей веры. I shared a message several weeks ago about the four cornerstones of thought. Несколько недель назад я делился этим посланием, может быть, кто-то из вас помнит, о 4 краеугольных камнях. Yeah. And these thoughts were, number one, God is good. 4 краеугольных камня нашего мышления, нашей веры. И номер 1 это то, что Бог благ. Number two, nothing is impossible. Номер 2, нет ничего невозможного. Number three, everyone is included. И номер 3, каждый включен, каждый является That важным. means everyone's important, Каждый является важным, including you включая тебя, and me. лично тебя и меня. And the last one is that love wins. И последнее это то, что любовь побеждает. Another way of saying that is the enemy was defeated. Другими словами, то, что враг, я извиняюсь, враг поражен. So on the cross, Jesus defeated the enemy. То есть на кресте Иисус победил врага. At the cross, love won. На кресте любовь, она победила, она держала победу. At the cross, it said that Jesus died for the sins of the world. И на кресте Иисус умер за грехи всего мира. That means he died for everybody. Это означает, что Он умер за всех. And he forgave the sins of the И Он world. умер, и Он простил все грехи So мира. everyone was included at the cross. То есть абсолютно каждый был включен в то, что сделал Иисус на кресте. But we get to choose, we get to participate, we get to accept Jesus and follow Jesus. Но мы с вами лично имеем возможность выбрать свое участие в том, что Он сделал, и выбрать, хотим ли мы участвовать в том, что Иисус сделал для всех. Yeah, so good. And at the cross, Jesus showed us that God is good. И крест являет для нас все эти 4 истины. Первое, что Бог благ. Yeah. And then he also revealed that nothing is impossible. Крест также являет, что нет ничего невозможного. Yeah, so good. So I was just taken by, wow, the cross of Christ just revealed just these 4 important cornerstones of thought in our life. Я был настолько, настолько был впечатлен тем, что крест, он включает в себя все эти 4 вещи, и он действительно являет для нас все эти 4 истины. Yep. So these were some of the accomplishments of the cross. Вот это то, что крест, так сказать, принес, тот результат, который крест явил. But why did Jesus come to earth? И почему Иисус пришел на эту землю? There are many reasons Jesus came. На самом деле есть много причин, по которым Иисус пришел на эту But one землю. of the main reasons Но одна из главных причин, was to reveal the Father, это была причиной для того, чтобы открыть нам Отца, to show us who the Father was. показать нам, кто в действительности Отец. And not just reveal the Father, but to literally reconnect us back to
our Father. И не только просто открыть для нас Отца, но воссоединить нас вместе с Отцом, чтобы мы были воссоединены с Отцом Небесным, так же, как и Он. Let's take a look at Luke 3:38. Давайте с вами посмотрим в Евангелии от Луки. And this might be a bit of an odd verse to look at. В Евангелии, just a second, 3? В Евангелии от Луки 3 главу. It might be an odd verse to look at, yeah. И может быть этот стих немножко такой странный, чтобы обратиться к нему вот в нашем контексте. But this is in the book of Luke. Luke is describing the lineage of Jesus. Но этот стих находится в книге Евангелия от Луки, и Лука, он в этой главе описывает родословную Иисуса. Yeah, it's kind of the boring part of the Bible where На самом деле это такая одна из скучных частей Библии. where it says this guy was the son of this guy was the son of this guy. Потому что там просто перечисляется, что вот этот родил этого, и этот родил этого, и этот родил этого. So, but if you look at let's just read the Luke 3:38. Но я хотела бы, чтобы мы прочитали Луки 3 главу 38 стих. This gets all the way down to the end of Jesus' lineage. Лука перечисляет родословную Иисуса, и он идет, значит, от его родителей до самого конца. Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Yeah. So it's saying that Enoch was the son of Seth. В английском сказано так: Енос был сыном Сифа. Seth was the son of Adam. Сиф был сыном Адама. But it didn't stop there. Но дальше там не останавливается на этом. Там не стоит точка после Адама. It says that Adam was the son of God. Дальше там сказано, Адам был сыном Божьим. Adam wasn't just the son of a monkey. Адама не был сыном обезьяны. He didn't just fall out of some pond somewhere. Адам не эволюционировал из какого-то животного. He was actually made in the image and likeness of God. Адам был создан по образу и подобию Бога. You were made in the image of your mom and dad. Вы, каждый из нас, мы, так сказать, родились по образу и подобию наших родителей, правильно? But Adam didn't have a mom and dad. Но у Адама не было родителей. He had a father. У него был отец. And that father was God. И его отец был Бог. So us as humans, we have our origin with God himself. Поэтому мы, как люди, мы имеем, так сказать, в оригинале своем, мы отражаем Бога, мы являемся его отражением. And in Jesus' day, people forgot who their father was. И во времена Иисуса люди забыли, кто такой Бог, какой же настоящий образ Бога. And when Jesus showed up, he said, "Oh, I'm the Son of God." И когда Иисус пришел на эту землю, он сказал, он явил себя, он проявил себя, он сказал, я Сын Божий. And they thought he was crazy for saying that. И были люди, которые подумали, что он сумасшедший, что он говорит такие вещи. Ему говорили, как ты можешь говорить, что ты Сын Божий? And he explained to them, well, you are sons and daughters of God as well. И Иисус объяснил им притчи, и по сути дела он сказал им, вы все сыны Божьи. In fact, the disciples came to Jesus and they asked him, can you teach us to pray? Помните, ученики пришли к Иисусу и попросили его научить их молиться. And he started that prayer in a very unique way. И помните, как Иисус начал молитву, которую он учил учеников? He didn't start them with saying, "Oh God, magnificent one, high above the heavens." Он не начал эту молитву,
о всемогущий, Всевышний Бог. Or dear Father of Jesus. И он не начал свою молитву, дорогой Отец Иисуса. He said, when you pray, он сказал, когда вы молитесь, pray our Father. Молитесь наш Отец. Our Father. Наш Отец. So when Jesus came, he revealed that he was our brother. Другими словами, когда Иисус пришел, он открыл нам, что он наш брат. And we have one Father. И что мы разделяем с ним одного Отца. We all have the same Father. У нас тот же самый Отец. And that's why we can call each other brother И and поэтому sister. мы называем друг друга братья и сестры. Now you may think, why is this so important? И вы, может быть, думаете, но для чего? Что же это так? Что же это значит? Почему это важно? Well, if somebody doesn't have a father, потому что если кто-то не имеет отца, they're called an orphan. Такой человек называется сирота. And we're not orphans. И мы с вами не сироты. We're sons of God. Мы с вами дети Божьи, сыновья и дочери Божьи. Now, let's take a look at a parable in the Bible. A parable that Jesus said. A story that Jesus told us. На притчу, которую открыл нам, рассказал нам Иисус. And this story is found in Luke 15. И эта история рассказана в Луки 15 главе. But for the sake of time, I will tell you the story. Но мы не будем открывать сейчас Луки 15 главу, для того, чтобы время сократить, я вам просто вкратце расскажу историю. I'm sure you're very familiar with this Я story. уверен, что вы все ее знаете. It's the story of the prodigal son. Это история о блудном сыне. And it's not just a prodigal son, it's the story of a lost son. На самом деле это не история просто о блудном сыне, это история о потерянном сыне. And it's not just one lost son, but it is two lost sons. Но на самом деле это не история про одного потерянного сына, это история про двух потерянных сыновей. And one day, it must have been a fairly a wealthy father. И это был достаточно богатый отец. And a very generous father. И очень щедрый отец. Because one day the younger son came to the father and said, "I want my inheritance now." Почему? Потому что в один прекрасный день младший сын пришел к нему и сказал: я хочу мое наследие. And he decided he was gonna leave his home. И он решает, что он покинет свой дом and be a rebellious son, и будет в бунте, будет бунтующим сыном. And waste his money on и он pleasures of the world. потратит деньги на удовольствие, которое может предложить этот мир. He lived as if he didn't have a father. Он жил, он выбрал жизнь так, как будто бы у него не было отца. He was acting as an orphan. И он действовал как сирота. And when someone's an orphan, often they will rebel. Если вы кто-то знаете, но сироты очень часто имеют такой бунтарский дух. Yeah. But he came, они бунтуют, они часто бунтуют, бросают вызов. But he came to his senses. Но мы знаем в этой истории, сын, он как бы очнулся, он пришел в чувство, так and сказать, he changed his mind. И поменял решение. And changing your mind is repent. И, как вы помните, изменение своего мышления, то есть, когда вы принимаете решение изменить свое понимание, это называется покаяние. So he repented and he returned back home. Другими словами, сын покаялся и он возвратился домой. And his father welcomed him home with a big hug. И отец его принял в свой дом с большими объятиями. Он захватил своего сына, взял своего сына. И сын, он пережил любовь отца. And he was no longer an orphan, he was a son. С этого момента он не был больше сиротой, он знал, что он сын. It said he was no longer lost, but now he's found. И там сказано, что теперь он больше не потерян, но он нашелся. Он был потерян, но он нашелся. It said he's no longer dead, he is alive. Он был мертвый, но ожил.
Yeah, and that's a picture of us coming and returning to Jesus. И это картина всех нас, того, когда мы возвращаемся к Отцу, когда мы возвращаемся домой. So the younger son was living in rebellion. Младший сын, он жил в бунте. But the second son was the older son. He was living in the house. Но, как вы помните, старший сын никуда не уходил, он жил со своим отцом. But he was just as lost as the younger son. Но мы узнаем, что, оказывается, старший сын был так же потерян, как и младший сын. Because he got really jealous when that little brother came home. Почему? Потому что, когда младший сын возвратился, старший сын, он разозлился, и он как бы позавидовал. And he started complaining. И он стал жаловаться. And he said, Father, why have you've never killed a fatted calf for me? И он You've never сказал thrown a party for me. Отец, почему ты никогда не устроил вечеринку мне? Почему ты никогда не заколол мне тельца? Почему ты никогда мне это не сделал? He was acting like a little orphan. Он действовал как сирота. In fact, it said that in his complaint, he said, I've never disobeyed you. Более того, он говорил в своем разочаровании отцу, я никогда тебя не разочаровал. And I've served you all the days Я of my life. служил тебе всей своей жизнью. It can sound like us being people in church. Это может звучать иногда как нас, когда мы в церкви уже, и когда мы служим Господу. So the father gave a really interesting reply. И отец ответил ему следующим образом. He said, son, you have always been with me. Он сказал, сын мой, ты всегда со мной. And all that I have is yours. И все, что мое, твое. And that is the Father's message over И us. это послание Отца ко всем нам. Us that live in the house of the Lord. Всем нам, кто живут в Доме Us Божьем. who are rebellious, living out in the world. И ко всем нам, даже если мы не живем как бунтовщики или как неверующие в мире. Yeah. So if we look at that older son, he was jealous. Если мы посмотрим на картинку старшего сына, вы увидите, что он чувствовал зависть. He was complaining. Он был полон жалоб. He felt like he was just a servant. Он чувствовал себя, что он просто слуга. He felt like someone else was getting blessed. He wasn't getting Что blessed. кто-то другой благословляется, а не он. He was experiencing offense. Он обиделся. He was experiencing lack. Он чувствовал, что у него недостаток, у него чего-то нету, ему чего-то не хватает. He wasn't experiencing the Father's love. Он не переживал любовь Отца. And these are all things that you find in an orphan heart. И это все то, что мы находим в сердце сироты. It was what the older son was believing. Это то, во что верил старший сын. And he needed to repent. И ему также нужно было покаяться. He needed to change his mind. Ему нужно было изменить свое мышление. And he needed to come into the Father's Ему embrace. нужно было войти в объятия Отца. Just like the son who had left home. Точно так же, как младший сын, который оставил дом физически. So good. So today I'm just calling us home to the Father. И сегодня я хотел бы призвать вас домой к Отцу. Because that's what Jesus did. Потому что это то, что Иисус сделал. That's the purpose of the cross. Это цель креста. That's the purpose of Easter. Это цель Пасхи. To bring people back into Чтобы connection with the возвратить Father. людей в близость и связь с Отцом. So I just want to, we're gonna kind of take a look at our heart today. И я хотела бы, чтобы мы сегодня также просто посмотрели на свое сердце. And my hope is that you feel maybe a little bit uncomfortable. И я надеюсь, что каждый из нас даже будет чувствовать себя своего рода немножко некомфортно. We're going to ask the Lord, where in my heart am I acting like an orphan? Потому что я хотела бы, чтобы каждый из нас спросил, где в моем сердце я веду себя как сирота?
Yeah, where in my heart do I feel unloved? В какой сфере моей жизни я чувствую недостаток любви? Where in my life do I feel insecure? Где в моей жизни я чувствую себя неуверенной и небезопасной? Where I don't feel safe? В какой сфере моей жизни я не чувствую безопасности? Where I don't feel taken care of? Что я не чувствую, что обо мне Where I заботятся? don't feel like Papa's taking Я care не of me, чувствую, что supplying my needs. Отец обеспечивает вот эту мою нужду. Where in my life do I feel lack of value? Где в моей жизни есть недостаток ощущения своей ценности? Where in my heart do I feel like I'm not important? Где в моем сердце я чувствую, что я не настолько важен? Yeah, so we're just going to talk about some topics that might make you feel a little uncomfortable. Поэтому я хотела бы, чтобы мы немножко поговорили на вот эту тему, которая может вас, если вы будете раздумывать, то вот это может быть немножко некомфортно для вас. In English, we have this saying, I want to push your buttons. В английском есть такое выражение, что я нажимаю на кнопки, я нажимаю на твои кнопки. We also call it trigger. I don't know if you... Также в английском называется как на крючок, не крючок, Call it trigger. I don't know. Да, We said that before, but push the button is better. да, Мозоль, любимая на русском. Любимая мозоль. Наступили на любимую мозоль. In Russian, it's the saying of your favorite blister. Ah, yes, that's it. Точно! Точно, yeah. But here's what's so great about pushing the blister. Но вот что интересно, вот что есть хорошего по поводу нажатия на любимую мозоль. God is going to come and touch that area of our life today. Бог придет и коснется этой сферы нашей жизни. And I just want you to know, to maybe write down where any areas that might be pushed today. Your little И blisters я pushed. хотела бы, чтобы вы лично для себя просто, чтобы вы позволили Богу говорить к вам в ваше сердце, чтобы вы записали те сферы вашей жизни, которые нуждаются в том, чтобы Бог пришел и коснулся. Now, God can come to that area and He might just bring immediate restoration. И Бог может прийти в эту сферу и может принести в один момент восстановление. However, that blister, it took some time to create. Но, однако, для вот этой мозоли, для того, чтобы эта мозоль у вас выросла, потребовалось определенное время. Эта мозоль выросла в течение какого-то периода времени. And that blister was formed by some wrong beliefs. И эта мозоль, она была натерта вашими неверными представлениями и верованиями во что-то. And we might need to repent in some of those И areas. нам нужно покаяться в определенных сферах, то есть изменить, поменять мышление в определенных сферах. Get some new ideas, some И new thoughts. начать думать новыми мыслями, новыми идеями. And the answer is the Father's love. И ответ на все это любовь Отца. Now we're in church. I'm assuming everyone believes in Jesus. Мы находимся в церкви сейчас на служении, и я, так сказать, верю, что здесь верующие люди. Вы все являетесь верующими. If you don't believe in Jesus yet, today's going to be a good day to believe in Him. Если кто-то здесь из присутствующих или слушающих не является верующим последователем Иисуса, то это замечательный день, чтобы им стать. Good. So I'm assuming you have a good relationship with the Son, with Jesus, and a good relationship with the Holy Spirit. Я думаю, что у вас хорошие взаимоотношения с Иисусом, у вас хорошие взаимоотношения с Духом Святым. But we're going to get good and connected to the Father today. Но сегодня я хотела бы поговорить о ваших взаимоотношениях с Отцом, вашей связи с Отцом. We're going to let the love of the Father minister to those blisters. И мы позволим любви Отца служить нашим мозолям сегодня. Maybe He's going to pop it and put a Band-Aid on it. И может быть Бог так проколет мозоль и положит пластырь.
Because he loves us. Почему? Потому что Он любит нас. So good. Now, I just want to say, maybe some of us didn't have great earthly fathers or great earthly parents. И может быть, что кто-то из нас не имел хорошего земного отца. And I know that that can be really hard. И я знаю, что это может быть очень трудно. But the Father can step in. We have one Father. Но у нас у всех один и тот же Небесный Отец. And he's connecting us back to him. И Он соединяет нас обратно вместе. So that we can begin to see our earthly parents as brothers and sisters. И тогда мы начинаем видеть даже своих собственных земных родителей, как своих братьев и сестер. And when we connect with the Father's love, we can begin to have love for our И parents. когда мы получаем эту связь от Небесного Отца, когда мы получаем эту любовь от Небесного Отца, тогда мы своих земных родителей уже видим по-другому. Мы видим их как своих братьев и сестер. Yeah, so just the first is think of your earthly father. И я хотела бы, чтобы вы сейчас подумали про своего земного отца. And did your earthly father love you? Как вас любил земной отец? And were you able to love him back? И любили ли вы, были ли вы способны выражать свою любовь к нему? That might be a little blister. Это может быть такой небольшая мозоль. And our Father wants to come И наш Небесный Отец хочет прийти and embrace your heart и обнять наши in сердца that area в today. этих сферах сегодня. And that might be something the Lord is just going to touch you right now. И это может быть нечто, что Господь придет и You прикоснется can к just вам receive His сегодня. love in that И place. я ободряю вас просто принимать Его любовь в этой сфере. He's going to give you His perspective of you. И Он вам даст новый взгляд, новую перспективу на вашего земного отца. He's going to give you His love for your father. Он изольет свою любовь в ваши сердца по отношению к вашему земному He's going to отцу. give you the grace to forgive your И Он father. также даст вам благодать, чтобы простить какие-то вещи, которые были неправильны. Good. So let's just, we're going to do a little activation. We're just going to say, I bless my earthly father. И сейчас мы сделаем такую небольшую активизацию. Yeah, I'm going to do it now at this point. I bless my earthly Я father. хотела бы, чтобы мы все вместе сказали вслух: я благословляю своего земного отца. Everyone Я благословляю своего земного отца. Amen, amen, Amen. good. We'll just picture the Lord putting a little Band-Aid on that one. И мы просто представляем, как Господь кладет пластырь на эту мозоль. And let's just, I want you to just continue in your prayer time, just bringing that to the Lord. И я хочу ободрить вас, чтобы в ваше молитвенное время вы продолжали это приносить Господу, приносить к Отцу. None of us are orphans. Потому что никто из нас не We all сирота. have У one нас у good, всех amazing есть Father. потрясающий, самый замечательный Отец. Good. Another area. Другая сфера. How do you feel Как вы чувствуете, when I say money? когда я говорю деньги? Do you feel lack? Чувствуете ли вы недостаток Do you feel сразу же? insecure? Чувствуете ли вы, что у вас есть какая-то, что вы не уверены, что у вас достаточно Do you денег? feel like, oh, Или что у вас будет don't достаточно talk денег? about money? Do you feel? Don't Или, talk about может money. быть, вы чувствуете, давайте не будем говорить про Do деньги. you feel like, oh, I need to hold on to my money? Или, может быть, вы чувствуете, мне нужно приложить все усилия, чтобы иметь деньги. If I were to tell you, oh, you shouldn't worry about money, Или если я вам скажу, вам не стоит переживать по поводу денег. how does that make you feel? Какие чувства это в вас поднимает? Какие чувства внутри вас это вызывает? Do you experience any fear?
Появляется ли у вас страх? Do you feel any insecurity? Появляется ли у вас чувство Do you беспокойности? feel uncomfortable? Ощущаете ли вы какой-то дискомфорт? Well, if you experience fear with money, Если у вас какой-либо страх, который связан с деньгами, or really any fear in your life, или на самом деле любой страх, который может быть связан с чем угодно, we know that perfect love casts out fear. мы знаем, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. And we know that God is love, И мы знаем, что Бог есть любовь, and He's perfect love, и Он есть совершенная любовь. and He is our Father. Он наш Отец. So when the good, loving Father comes in, Поэтому, когда добрый, хороший Отец приходит, He casts out fear. Он изгоняет всякий страх. And we need to have no fear in the area of money. И нам нужно быть свободным от страха в сфере денег. If you can connect with the Father in this area, Если мы связаны, и если мы находимся в близости с Отцом в сфере финансов и денег, He will show Himself as the provider, тогда Бог будет являться нам как as your обеспечитель, protector. как наш защитник в And этой you'll сфере. have an emotion of security. И тогда у вас внутри эмоции, которые связаны с чувством уверенности и безопасности. And you're going to move from this place of feeling stingy, like you have to hold on to your money, И вы тогда будете передвигаться из состояния, когда вы держитесь за деньги, вы боитесь дать много, вы боитесь быть щедрыми. and you'll move to a place of generosity. И вы будете двигаться в сферу, когда вы можете быть щедрыми. Now, if you feel fear and you feel like, oh man, it's so hard for me. I just worry about money. И если вы переживаете, если вы знаете, что внутри вас есть страх, и вы беспокоитесь, вы тревожитесь по поводу денег, I don't want you to feel shame. я не хочу, чтобы вы при этом чувствовали какой-то стыд или какую-то приниженность. It's just an area to be honest. Это просто лишь сфера, как многие другие сферы, в которых нам нужно получить освобождение, и мы можем быть честными в этом. And bring that honesty before the Lord. И нам важно быть честными перед Господом и принести Ему эту сферу. It's hard to believe, but some of the wealthiest people in the world are so insecure about money. Это иногда в это сложно поверить, но есть некоторые очень богатые люди, которые живут постоянно в страхе по поводу денег, они постоянно не чувствуют безопасности насчет их финансов, и при этом они очень богатые. Yeah, there's people that have millions and millions of У них есть dollars, миллионы долларов, and they're just so worried но about losing они it. постоянно переживают и беспокоятся и боятся потерять свои They think, деньги. oh, I have the money today, but what if it's gone tomorrow? Да, у меня есть деньги сегодня, но что произойдет завтра? What if I make a bad А что, investment? если я инвестирую в какую-то неправильную What компанию? if the economy Что, falls? если экономика упадет? What's going to happen to Что me? произойдет They feel со so мной? insecure, so Они much worry. чувствуют тревогу постоянно, они не чувствуют безопасность. And they, even though they have millions of dollars, they still need to connect with the loving И Father who's это going to не take care of them. зависит от того, сколько денег у тебя есть. Будь то, не знаю, миллионы долларов, это зависит от состояния твоего сердца. Насколько ты связан с сердцем Отца и насколько твое сердце укоренено в Его безопасности. Now, there was a time many years ago when I was younger, I was a missionary at IHOP in Kansas City. Много лет назад, когда я был молодым человеком, я был миссионером в IHOP, это международное служение молитвы. And I Дом молитвы. didn't have a job. I just raised support И to на do то время, ministry. на тот период времени у меня не было работы обычной, то есть я был как миссионер, и мне нужно было, так сказать, я жил
пожертвования, которые давали люди мне. And there were times I would literally get down to $5. That's all the money I had. И в этот период времени у меня были такие дни, когда у меня буквально было только $5. То есть все, что у меня было на тот момент, это $5. And I knew exactly how much I could spend to eat until like I knew the next little bit of money was coming. И я знал в точности, как распределить мои $5, чтобы мне дожить до следующего дня. I'm thankful for those times. И я благодарен за те времена. Because the Lord showed me that He was my provider. Потому что в то время Господь научил меня тому, что Он является моим обеспечителем. Even when I came down to having almost no money. Даже в тот момент, когда мне казалось, у меня почти нет денег. As far as I remember, I never missed one meal. Насколько я помню, у меня никогда не было, чтобы я проголодался или чтобы я пропустил даже один прием пищи. But I remember one time, it was around that time frame. И я помню один случай, он как раз произошел вот в этот период моей жизни. And I had a bill to pay. I think it was some kind of like a electric bill. Ко мне пришла квитанция об оплате за коммунальные услуги, об оплате там за электричество и КУ. And it was a much bigger bill than I expected. It was close to $100. Получилось так, что этот счет он был намного больше, чем то, что я ожидал, и он приблизительно был около $100. And all I had was $50. И все, что у меня было на тот момент, все, это было только $50. And the bill was due on Monday. И этот счет коммунальных услуг я должен был оплатить к понедельнику. And I was praying all week beforehand, И Lord, I need this money, I в need this money, I need все this money. недели я молился, я говорил: Господь, мне нужны деньги, Господь, мне нужно обеспечение, мне нужно покрыть это КУ. And I was just waiting and believing the Lord was going to supply. И я ожидал Господа, что Он мне что-то Он, что Он обеспечит, что Он что-то даст мне каким-то образом деньги. And I waited all week. И я прождал всю неделю. And I just kept having less and less money throughout the И week. к концу недели у меня деньги уменьшались. Finally, Sunday morning, I was so В конце frustrated. концов, в воскресенье я почувствовал себя настолько расстроенным. I said, fine, Lord, you're the one that's in charge of my Я finances. сказал: Господь, ты же тот, который являешься господином моих финансов. Here I am following you. Вот я следую за тобой. And you said you'd supply my И needs. ты обещал обеспечить все мои And I don't нужды. have enough to pay this bill. А у меня нет даже денег достаточно заплатить за коммунальные So услуги. I got a little upset. Я немножко расстроился, So честно I took my говоря. $50 И я взял там, что у меня было. and I went through the house and I collected all the little pennies and quarters and all the Я little change that I буквально could find. прошелся по дому и собрал все копейки, все там центы, все монеты, которые только были в Every доме. last little ruble I could find. Самый последний, так сказать, рубль, но центы, Every cent копейки. I could find. every Каждую penny. монетку я собрал в доме. Yep. And I took it to church and I put it in the offering. Я все это собрал, пришел в церковь и положил в I was like, there you пожертвование. go, Lord. И я сказал: вот Господь, You're going to have to supply. теперь ты должен обеспечить меня. And Monday morning came. И подошло, понедельник, утро подошло. I didn't have money to pay the bill. У меня не было денег, чтобы заплатить Tuesday morning КУ. came. И вторник наступил, And I didn't have money to pay the bill. и у меня опять нету денег, чтобы заплатить за I was КУ. so frustrated. И я чувствовал себя настолько расстроенной, Lord, You подавленной. said you were going to supply Я my сказал: needs. Господь, ну ты же сказал, что ты обеспечишь все мои нужды. And Wednesday came, Пришла среда, and I believe money came in the mail. Some support came in. и вдруг я получаю деньги по почте, кто-то высылает мне деньги по почте, я получаю, ну там в Америке, Yeah. в Америке высылают чеки иногда, чеки по почте, поэтому можно Yeah.
Таким образом можно получить деньги. And it was enough to pay this bill. И этого было достаточно, чтобы заплатить за все мои коммунальные услуги. So I was like, all right, Lord, thank you. И я сказал, ну хорошо, Господь, спасибо. But you're a little late. Ну почему ж ты так опоздал? And I was really И я так немножко все равно был расстроен. So I called the place that I owed the money. Я позвонил, в общем, куда я оплачивал коммунальные услуги, то есть в эту службу дома управления или как-то. I said, I'm so sorry, that I'm late to И pay this bill, but I have the bill. Я сказал, ой, я очень извиняюсь, я значит, оплачиваю этот счет с опозданием, мне нужно было к понедельнику, я вот только сейчас его оплачиваю. Now I was quite young, and this was like one of the first bills I was having to pay. На самом деле это случилось, когда я был очень молодой. Это один из таких вот уникальных этапов, когда я оплачивал самостоятельно коммунальные услуги. I didn't know it was going to happen. I thought I was going to get in a lot of trouble. Я вообще не знал даже, что произойдет. Я думала, что меня в тюрьму, что ли, посадят. I said, I'm so sorry. За задержку оплаты коммунальных услуг. And I said, I know it was due on Monday. I'm paying it on Wednesday. What do I do? I'm so sorry. Позвонил ему и сказал, я очень извиняюсь, я знаю, что мне нужно было к понедельнику оплатить, но я не оплатил. And they said, oh, it's okay, it's your first time. И мне отвечают, ну ничего страшного. It's your first time. It's your first time. Вообще вы тут первый раз только задерживаете. We'll charge you 50 cents. We'll just put it on your next bill. 50 копеек, 50 центов будет, Don't worry about it. Так сказать, штрафом. Так что не переживайте. And I was like, oh wow, Lord, that was worth the 50 cents. И я подумал, о, Господь, ну, 50 центов урок, это точно стоил дороже, чем 50 центов. То есть это стоило того. Now, who has ever had the Lord provide for them? Кто из вас когда-нибудь переживал, когда Бог обеспечивал вас сверхъестественным образом в сфере финансов? Yeah. Look, everybody saying, he is a good provider. He's a good provider. Так много людей подняло рук, потому что Бог, Он добрый Отец. Yep. So as He's helping us. И Он помогает нам. He's helping us see He's a good Father. Он помогает нам в том, чтобы нам увидеть, в том, что Он добрый Отец. He wants us to walk in security. Он хочет научить нас, чтобы мы жили в безопасности, ходили в ощущении безопасности. He doesn't want us to walk around as orphans worrying about how are we going to provide. Он не хочет, чтобы мы бегали как сироты, бегали с головной болью, хватались за все и не знали, как же придет обеспечение. He's building confidence in all of Он us, строит внутри нас сердце, которое уверено, которое укоренено в вере, что мы получим обеспечение. Good. So if that's a little area that you feel like you need help in, we have an affirmation for that. We have something we're going to say. Если это вы чувствуете, что это ваша сфера, в которой вы нуждаетесь ободрения или больше уверенности, то мы хотим просто ободрить вас, чтобы принять любовь Отца. So repeat after me. Поэтому повторите за мной. I have a good Father. У меня добрый, благой Отец. У меня добрый, благой Отец. Has all my needs. И Он обеспечивает все мои нужды. И Он обеспечивает все мои нужды. В соответствии с Его богатством. В соответствии с Его богатством. Not mine. Не с моим богатством. Не в соответствии с моим богатством, в соответствии с его богатством. Good. So another area where the Lord wants us to connect to Him as a Father. И другая сфера, в которой Господь Он хочет, чтобы мы знали Его как Отца. Is how do you feel when others are promoted? Это сфера, когда, я бы так спросил вас, как вы себя чувствуете, когда кто-то другой
получает продвижение. When somebody gets something that you want. Когда кто-то другой получает то, что вы хотите. Maybe it's a relationship. Может быть, это взаимоотношения. Maybe a job or Может a быть, это position. работа хорошая. Или, может быть, это какая-то высокая должность. Favor in some Может быть, area, это a благоволение. blessing, Может быть, a это какое-то talent, благословение. Может быть, это талант в какой-то good сфере. looks. Может быть, это просто внешность красивая. But looking at all you guys, I think most people are going to be jealous of you. Но на самом деле я смотрю на вас, и я думаю, что большинство людей могли бы завидовать вам. In an area of life that we feel like I lack, I don't have. Но какая-то сфера вашей жизни, где вы чувствуете недостаток, что мне чего-то не хватает. Maybe it's a feeling of you sit down at the table with 10 people and there's a pizza with 8 pieces. Это вот такое ощущение, как будто бы вы сели за стол с 10 своими друзьями, а на столе пицца из 8 кусочков. And you look and say, there's 10 people, but there's only 8 pieces of pizza. И вы смотрите на эту пиццу и считаете, и говорите, тут только 8 кусочков, а нас 10 человек. Think, others are going to get it, I'm not going to get it. Кто из нас чего-то не получит? It's just like that younger brother, or that older brother. Это то же самое мышление, или то же самое ощущение, которое имел старший сын. He saw the younger brother, he got a big Он party. увидел младшего брата своего, он увидел вечеринку, он увидел пир, который устроил отец, очень экстравагантный, очень щедрый And he пир. responded with jealousy and И envy. он ответил ревностью, или ответил завистью. But the thing is, there's more pizza. Но реальность и истина в том, что всегда есть больше пиццы. Because your father owns the whole bakery. Потому что твой отец владелец всей пиццерии. Yeah, he's got the whole bakery. He can Аминь. Он может напечь столько пиц, сколько угодно. So we can rejoice when others are blessed. Поэтому, когда кто-то другой благословляется, мы в это время призваны радоваться за него. So if you feel envy or jealousy, Если внутри вас вы чувствуете, что в вашем сердце где-то есть какой-то некомфорт, какая-то зависть, какое-то чувство недостатка. we want the Father. We want to connect with the Мы Father in хотим, that чтобы area. в этой сфере вы приняли любовь Отца. To see that there's more than enough. И чтобы Отец показал вам, что для каждого есть просто избыток и больше, чем He's not going to достаточно. pass you up. He's not going to pass you by. Он не пройдет мимо тебя. He's going to make your own pizza if you Он want. тебе твою пиццу сделает. You can rejoice when everyone else is eating their pizza. И ты можешь радоваться по мере того, как все остальные едят пиццу. Good. I want to go to the next area, another area of our heart. И я хотела бы двинуться также к следующей сфере нашего сердца. How do you feel when people treat you poorly? Я хотела бы спросить вас, как вы себя чувствуете, когда кто-то несправедливо с вами обходится? Maybe they ignore you. Может быть, кто-то проигнорировал вас. Maybe they speak poorly of you. Может быть, кто-то что-то несправедливо. Mean about you. Может быть, кто-то плохое что-то сказал про Maybe вас. И кто-то вас принизил. Yeah, good. Yeah. It's your own family. И это еще хуже, если кто-то или, может быть, кто-то из близких людей, или, может быть, какой-то человек, который важный в вашей Well, жизни. first I want to say that's not good. That's not right. Ну, конечно, в первую очередь я хотела бы сказать, что, конечно, такая ситуация, она несправедлива, она неправильна. And I'm sorry that would happen to you. Я сожалею, если кто-то вам такое сделал,
или сказал But we что-то. don't get our value from other people. Но нам нужно помнить, что наша ценность, она не строится на мнении и отношении других людей. We get our value from other people. Наша ценность, она строится на любви Отца. And knowing that our Father sees us as И valuable. нам нужно помнить, что наш Отец видит нашу ценность. Он вложил внутрь нас великую ценность. That our Father loves us. И что Отец наш любит нас очень сильно. Yeah, I remember a time when I didn't get invited to a wedding. Я помню, у меня был такой случай, когда мой друг не пригласил меня на And свадьбу. I considered him a pretty good friend. И я считал, что он мой хороший друг. And I felt offended. И вы знаете, у меня было такое чувство обиды. But then I realized, well, he's missing out on me being at his wedding. Но вы знаете, потом я пришел к отцу, и я вдруг осознал, мой друг пропустил нечто, он пропустил меня. I probably would have given him a good gift. Я, возможно, принес бы ему хороший подарок. I would have been a lot of fun at the party. Я бы, возможно, принес много веселья на его свадьбу. And I just felt valuable. Okay, I'm valuable. Я I'm important. почувствовал свою ценность. Я почувствовал, что я на самом деле важен. I'm a good friend. Я хороший друг. Yeah. So, and when I put myself in that position, I felt valuable. I felt loved. И когда я поместил себя вот в эту позицию того, что я любим, я ценен, я важен, All of a sudden, I had the ability to forgive him. то после этого мне стало так легко простить его. And I could let go of that offense. И я мог просто отпустить эту And ситуацию. when I let go of the offense, I began to understand. И когда я отпустил эту ситуацию, я освободился от какой-либо обиды. You know, he probably did forget about me. Возможно, мой друг действительно забыл обо мне. He was probably thinking about his future wife. Вы знаете, он, наверное, был очень занят своей будущей He was женой. probably trying to plan the party, Он, возможно, там планировал plan his свою honeymoon, свадьбу и свой plan the rest of медовый his life. месяц. И планировал весь остаток своей супружеской жизни. and later he didn't even realize he didn't invite me to the wedding. И вы знаете... He didn't even realize he didn't invite me. И вы знаете, в конце концов оказалось, что мой друг даже не понял, что он меня не пригласил He на had so much свадьбу. on his mind, so busy. Просто у него было столько много всего в голове, и он был настолько занят. And I could have so easily just had a hard heart toward him. И вы знаете, эта ситуация могла бы очень легко вывернуться в And то, taken a great что offense. я бы обиделся на него, и я бы поссорился с ним. Yeah, so good. I just wanted to point out how when we see ourselves as valuable, Но я хотел бы сейчас говорить вам о том, что когда мы видим себя ценными, it gives us the ability to understand the situation and then to тогда у forgive. нас, когда мы имеем осознание своей ценности, своей важности и того, что Отец любит нас, тогда мы способны правильно увидеть ситуацию, увидеть взаимоотношения, увидеть других людей. When I was much younger, Когда я был намного I моложе, had a relative у меня был родственник один. I still have a relative. Вернее, этот родственник все еще у меня есть. But I had a relative who would give me gifts Но, for birthday or Christmas. Значит, этот родственник, который у меня есть до сих пор, раньше, когда я был молодой, этот родственник мне всегда давал подарки, дарил подарки разные на разные случаи, на дни рождения. And I always felt like this relative gave me not good gifts that I didn't really like, gifts I didn't really want. И вы знаете, у меня всегда было ощущение, что вот этот родственник, когда мне дарил подарки,
мне эти подарки никогда не нравились. То есть у меня было ощущение, что родственник просто мне дарил то, что мне абсолютно не нужно. It made me feel unknown or unloved. И таким образом у меня создавалось впечатление или ощущение, что меня не знают, меня не понимают. And it made me it offended me. И на самом деле мне это внутри меня выстраивалась, так сказать, обида. And it made me feel not valuable. И ощущение такой неценности, что меня не ценят. But then I realized I am valuable. Но пришел один момент, когда Бог открыл мне это, и Он коснулся меня и сказал, и явил мне, что я ценен. I'm known. Я познан, то есть меня знают. And I'm loved. И я любим. And the offense went away. И когда я принял это от своего отца, моя обида, она исчезла. And I began to realize, oh, I think this person is just giving me gifts that they like, that they think that I would want. И затем я стал думать, и я стал смотреть на эту ситуацию по-другому. И я стал думать так. Этот родственник, наверное, просто дарит те подарки, которые ему хочется. They just actually weren't that good at giving me gifts. Он просто не очень умеет дарить подарки, не очень в этом хорошо, как бы это не его сильная сторона. And I was just able to forgive them. И я был способен простить моего родственника. And I actually moved from a place of being offended to a place of being, well, thankful. I was like, well, I'm thankful that they're at least giving me something. И я после этого, мое сердце перешло из состояния обиды в состояние благодарности, когда я был способен быть благодарным за то, что мне подарили подарок. So often in these areas when we're in an area where you're offended, часто вот эти вот сферы нашей жизни, вот эти сферы, где мы чувствуем обиду, где нас обижают, we often blame someone else. мы часто в этих сферах обвиняем нашего обидчика. Мы думаем, что все зло, вся причина заключается вот в этом человеке, который меня обидел. But what it's actually doing is revealing something inside. Но of на us. самом деле, в реальности, то, что происходит, Бог раскрывает какие-то сферы вашего сердца. It's actually revealing an area where we don't feel loved. We Это don't feel valuable. открывает сферы вашего сердца, где вы не чувствуете себя ценным, вы не чувствуете себя любимым и важным. And the solution to that И единственное решение к этому is to come to the embrace of the это Father. чтобы прийти в объятия To Отца see yourself loved by the и Father. увидеть себя Valued by the любимым Father. Отцом, ценным, что вы ценны и важны в глазах Отца. We're not orphans. Вы не сирота. We're valuable sons and Мы daughters. являемся ценными сыновьями и We дочерьми. have great value in the Father. И у нас есть великая We have ценность great в глазах we have Отца. great security in the Мы Father. безопасны, Он держит нас, хранит нас. He affirms us. Он ободряет нас, Он хвалится нами. Overwhelming affirmation comes from the Father. От Отца исходит просто ошеломляющее ободрение. Он полон гордости о вас. Adam was in the garden Адам был в саду, and he walked with his father и Адам ходил с отцом, and he knew the Father. и он знал Отца. But in an act of disobedience, Но в своем действии in an непослушания, act of в rebellion, своем действии бунта, he lost that connection. он потерял эту связь, эту близость, этот контакт с And Отцом. it created a whole planet of orphans. И в результате этого создалась целая планета сирот. A whole planet that felt separated from the Целая Father. планета людей, целое человечество, которое чувствует себя отделенным, разделенным, как сирота. A whole planet that feels unloved. Целая планета людей, которые не чувствуют себя They don't любимыми. feel valued. They Они don't не feel taken чувствуют, care of. They don't что feel они secure. ценны, что они в безопасности, что они важны. But Jesus came.
Но Иисус пришел. And revealed the Father. И Он опять открыл Отца. And brought us back into connection. И Он нас снова взял в эту связь и любовь Отца. So I just want you to Возвратил нас. I want you to ask yourself today. Поэтому я хотела бы, чтобы вы задали самому себе вопросы. Where do I feel disconnected from the Father? Где я, в какой сфере я не чувствую близости с Отцом? Where do I feel insecure? В какой сфере я не чувствую себя уверенно и безопасно? Where do I feel jealous or envious of others? В какой сфере у меня есть какое-то чувство зависти или какая-то обида? Do I experience offense? Есть ли у меня чувство обиды? Is there an area where I don't feel valuable? Есть ли у меня какая-то сфера, где я не чувствую себя важным и любимым? We want to bring these areas before the Lord. Мы хотим поднять эти сферы перед Отцом. And we're going to bring these into His warm, loving И мы embrace. хотим, чтобы Отец обнял нас, чтобы он взял эти сферы и взял нас в свои объятия. I just want to close with one verse. И я хотел бы закончить следующим стихом из Библии. We're going to read John 14, 6 through 11. И мы прочитаем сейчас Иоанна 14 главу 6 по 11 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». So on this Easter Sunday, Поэтому в это пасхальное воскресенье Jesus has brought us back into connection with the Father. Иисус возвращает нас обратно в близость с Отцом. Now, I'm sorry, I can't quite make out all the faces, so I don't know if there's any new visitors today. Я, к сожалению, не вижу всех лиц очень ясно, и поэтому я не знаю, есть ли кто-то в зале, кто, например, пришел в церковь первый раз, или, может быть, вы не знаете Иисуса. But if there's anyone at church today that they don't know Jesus. Но если есть кто-то на служении, кто вы не имеете близких взаимоотношений с Иисусом, You've never surrendered your life to Jesus. вы никогда не отдавали свою жизнь You've never Иисусу, invited him into your вы heart. никогда не приглашали Его в свое сердце. And you would like to do that today. Если бы вы хотели сделать это сегодня, Maybe I'll have you raise your hand. вы можете поднять свою руку. Is there anyone? Если Can't see. I don't think there's Есть ли такой anybody. человек здесь на All right. собрании? If there is, we'll just have someone pray with you. И The leaders will pray если with you. вы есть, то вы можете подойти к одному из лидеров церкви и за вас помолиться. Okay, good. Cool. I just want to close, but I want to Sure, close yeah. with a prayer. Я хочу сейчас закончить собрание, и я коротко помолюсь. And as we pray, I just want you to bring any blisters that were exposed today. before the И Lord. когда мы будем молиться, я хочу, чтобы в молитве каждый из нас принес свои мозоли We're Господу. going to bring it before Him in prayer Чтобы right now. мы подняли перед Господом эти сферы, которые нуждаются в Его любви. So- Эти мозоли, которые были натерты. So dear Heavenly Father,
Дорогой Небесный Отец, thank you for sending your son Jesus. спасибо за то, что Ты послал Своего Сына Иисуса. Thank you for his death, burial, and Спасибо resurrection. за Твою смерть, воскрешение. Thank you for reconnecting us back to you, Спасибо за то, что Ты, Папа, нас обратно привел в близость с собой. Father, thank you for revealing areas in our life where we don't feel connected to you. Спасибо Тебе, Папа, за то, что Ты открываешь те сферы, которые нуждаются в большей близости с Тобой. Maybe it was a difficulty through our earthly father. И, возможно, это было вызвано через какие-то трудности с земным отцом. Maybe it's an area of finances where Может быть, это сфера финансов, из-за которых мы беспокоимся. Maybe it's an area of jealousy, Может быть, or envy, это or сфера offense. зависти или обидчивости, или какие-то другие сферы безнадежности. Or just an area of feeling unloved. Или же просто сфера, где мы не чувствуем себя любимыми, мы не чувствуем себя, что мы желанны. Lord, we bring these areas before you today. Отец, мы приносим перед Тобой эти сферы. And we just surrender to your hug. И, Господь, мы просто отдаемся в Твои объятия. We surrender to your love. Мы отдаемся в Твою любовь. Аминь. Аминь. I just feel the Lord just saying, well done, good and faithful son and daughter. Я просто слышу от Отца, как Отец над каждым из вас говорит: молодец, мой добрый верный сын. Аминь. Ну, хорошо. Мы передаем сейчас микрофон Женечке, она организует молитву. Нет, я извиняюсь. Именинники. Правильно. Леночки, она поздравит сейчас всех именинников. Мы присоединяемся к поздравлениям. Особенно поздравляем Юру Загитова, у него недавно было день рождения. Благодарны за него. Вот. И также всех остальных, Флюра также, мы благословляем, благодарны за всех, кто родились в апреле. Благодарим Господа за вас. Спасибо. Дуня, Паша, вставай. Прощаемся с вами, благословляем. Спасибо, Женечка, спасибо. Ой, вас любим. Дуня, Паша, да. Нет, не до свидания. Не до свидания. А то нам убегать сейчас надо. Убегать надо.